Путин назначил дату возмездия. Кремль больше не скрывает, будет удар. Скандальное фото, тайная роскошь и страх перед диктатурой. Премьер-министр вынужден идти в отставку. Президент в бомбоубежище. Срочно! Что случилось? Суд официально признал рабство в стране, но ничего не может с этим сделать. Что происходит и кто в наибольшей опасности? Немецкий легендарный концерн в упадке и уволит 35 тысяч человек, но люди даже наоборот рады. Какой рецепт этого счастья? Новый удар по цифровым свободам и какой рекорд побила официальная зарплата россиян? И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта» оперативно о событиях в России, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Месть оккупантов за удары по аэродромам и стоянке атомных субмарин. В Кремле выдали секрет, на какую дату назначено возмездие. Об этом говорит пресс-секретарь Путина. Продолжение вопроса коллеги про ответ на удары по авиабазам. А каким он может быть и когда он будет? Можете ли вы сказать? Таким и тогда, как и когда посчитают целесообразным наши военные. Получается, Песков и сам не знает, когда будет этот удар. Как думаете? Не забывайте писать свое мнение в комментариях. Это важно. Германия планирует увеличить свой оборонный бюджет почти на треть, стремясь усилить свои вооруженные силы и сдержать потенциальную агрессию со стороны России. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что для достижения новых целей НАТО стране потребуется дополнительно несколько десятков тысяч военнослужащих. Таким образом, мы предполагаем, хотя это лишь приблизительная оценка, что нам потребуется примерно на 50-60 тысяч солдат больше, чем сегодня. В то же время, естественно, возникает вопрос, будет ли достаточно новой военной службы в ближайшие несколько лет. Мы считаем, что с увеличением потенциала, и я могу только повторить это снова и снова, обязательная военная служба нам сейчас не нужна, потому что у нас нет ни казарм, ни возможностей для обучения. Поэтому этот потенциал должен расти. До тех пор военная служба остается добровольной. В 2024 году Германия потратила на оборону $88,5 миллиарда, что на 28% больше, чем в предыдущем году, составляет 1,9% ВВП страны и вывела ее на первое место по военным расходам в Центральной и Западной Европе и на 4-е в мире. Канцлер Фридрих Мерц говорит о необходимости укрепления обороноспособности страны, особенно в условиях неопределенности с позиции США по поводу европейской безопасности. К слову, канцлер Германии прибыл в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. В сети эту поездку уже окрестили визитом в логово льва. Посмотрим, кроме заявлений на публику, будут ли действия. Пока одни компании сокращают людей и даже не прощаются, Volkswagen отдаст по 400 тысяч евро каждому, кто уходит, в зависимости от стажа и вклада в компанию. Но причина щедрости совсем не веселая. Спрос на автомобили упал, электроны не взлетели, софт не заработал, а время потеряно. Теперь немецкий автогигант будет резать 35 тысяч сотрудников до 2030 года. Провал с электродвигателями и программным обеспечением больно ударил по амбициям концерна, в то время как Tesla и Китай уже далеко ушли вперед. Volkswagen оказался в положении догоняющего и начал экономить. А вот средняя зарплата россиян, для сравнения, идет на рекорд. Она вплотную приблизилась к 100 тысячам рублей. Это около $1000. Но, если верить не бумаге, а людям, картина совсем другая. По данным Росстата, только 10% россиян говорят, что стали жить лучше. А вот число тех, кто жалуется на ухудшение, уже 22%, и оно продолжает расти. Люди не видят этих денег ни в магазинах, ни в платежках, ни в своих кошельках. Экономисты объясняют, средняя зарплата – цифра лукавая. Ее сильно завышают зарплаты топ-менеджеров, чиновников и айтишников. А на реальных работяг, водителей, продавцов, медсестер она давно не похожа. По факту половина страны получает вдвое меньше. Это называется не ростом, а статистическим фокусом. И пока власти рапортуют об успехах, люди в регионах затягивают пояса. Растут цены на все, от продуктов до коммуналки, и реальные доходы тают. Выходит, в отчетах почти 100 тысяч, а в реальности хронический недобор, зато красиво звучит.
Премьер-министра срочно отправляют в отставку. Все началось с гламурных фото в Инстаграм. Кольцо за $1000, дорогущая машина, вертолеты, бренды. На снимках не жена олигарха, а невестка премьер-министра Монголии. Буквально за пару недель страна взорвалась. Премьер отправлен в отставку. Протесты не стихают. В воздухе угроза большой политической игры. Но вот что важно, протестующие требуют большего. Они хотят расформировать правящую коалицию и остановить попытку изменить Конституцию. А за кулисами, по мнению многих, стоит не кто-нибудь, а действующий президент. Тот самый, который уже уходил из-за протестов, а потом вернулся и теперь, по слухам, мечтает переписать законы, чтобы остаться у власти навсегда. Такая неспокойная политика Монголии. Скоро мобильный телефон станет совсем бесполезной штукой в России, и через него можно будет пользоваться только Яндексом, госуслугами и Одноклассниками. Россиянам хотят ограничить возможность в коммуникации, запретить принимать звонки из-за границы. Минцифры собирается по умолчанию запретить россиянам принимать звонки из зарубежных сим-карт. Страна уходит в цифровую изоляцию под видом борьбы с мошенниками. Но если у вас родственники за границей, они не дозвонятся. Если вы работаете с зарубежными партнерами, звонки будут автоматически считаться подозрительными. Но это еще предлагают, а что точно вводят, так это теперь никакой винды на Mac. Теперь на всех устройствах в РФ только отечественное ПО. Отныне яблоко на самом деле яблоко, а дрова на самом деле дрова. Мы предлагаем начать с ноутбуков и персональных компьютеров, а затем распространить инициативу на планшеты. Невероятное обновление, новшество, от которого сгнивающий Запад покрывается красной краской от зависти, что не живет в России. Теперь в госуслугах можно найти бомбоубежище, к которому ты приписан. Более того, заботливая видеореклама подскажет все это и напомнит даже в транспорте. Сколько это занимает по времени? 40 минут. Полная зарядка. 40 минут полная, но так как мы подзаряжаем... МЧС признала, из 50 тысяч защитных сооружений далеко не все готовы. В Питере из 4600 пригодны всего 257. В Екатеринбурге меньше сотни. Норматив по полметра на человека. А в реальности это иногда просто подвал без света. Ремонт требует 155 миллиардов рублей, но Минфин не дал. Регионы, справляйтесь сами. Тем не менее, до конца 2025 года систему тестируют в Белгородской и Курской, а до 2030 года все убежища должны быть восстановлены. А в украинских бомбоубежищах можно случайно встретить президента страны. Ну, а почему нет? Емоції зашкалюють. Прикольно. Маріїнський і бомбосховище. До речі, мені сказали там охорона з чемоданчиком, що в чемоданчику, знаєте що? Кнопочка від Storm Shadow. Звучит как сюжет антиутопии, но это правда. Украинский суд официально назвал условия, в которых находился человек в территориальном центре комплектации, известном широко как ТЦК, фактическим рабством. Черниговец провел там более 4 суток, его не задерживали официально, не арестовывали, не предъявляли обвинений, он просто оказался в замкнутом пространстве, без возможности выйти, против своей воли. И никакой правовой причины на это не было. И самое абсурдное тут то, что, когда он потребовал освободить его через суд, суд отказал. Причина, цитирую, «суд не уполномочен вмешиваться, если дело не касается уголовного процесса». То есть человека держат как пленного, и это вне юрисдикции суда. Судьи сами пишут, да, это рабство, но сделать ничего не могут. Ловушка. Человека забрали в ТЦК, не оформили как задержанного и держат без права суда, а когда он просит вмешаться, государственная машина говорит, это не к нам.
Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.